Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как инкассатор был ранен в голову в служебном бронированном автомобиле. По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в тот момент, когда находился в автомобиле один. ЧП произошло на улице Краснококшайская. Покажем, как нетрезвый водитель врезался в столб. Негодяй взял машину, нам повредил. И подробности крупной аварии на улице Тетцевская. А также 13 секунд, которые могут обернуться годами за решеткой. Мужчина, не ожидавший такой реакции, бросил имущество и скрылся в неизвестном направлении. Продавец магазина предотвратила ограбление. Это и не только. Прямо сейчас. 25-летнего сотрудника службы инкассации сегодня утром обнаружили в служебном автомобиле на улице Краснококшайская с огнестрельным ранением головы. Молодой человек был жив, его срочно госпитализировали в 7-ю городскую больницу. За его жизнь борются нейрохирурги. Нафиса Минязова с подробностями. Она не должна была доехать, у нас свой инкассатор. Сперва можно было предположить, что инкассатор вышел из отделения банка и на него напали, но нападения не было. Молодой человек сел в бронированный автомобиль на улице Краснококшайская и следом прогремел выстрел. Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Коллегам потерпевшего нас не подпускают, пытаются сделать вид, что все нормально, ничего страшного не произошло. Однако точно известно, что 25-летнего парня госпитализировали в 7-ю больницу с ранением головы. Сейчас за его жизнь борются врачи, и он находится на операционном столе. Коллеги раненого молодого человека сообщили, что пострадавший выстрелил сам. Пуля вошла в голову. Кроме него никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина произвел выстрел в тот момент, когда находился в автомобиле один. В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Детали происшествия пока не разглашаются. Следователи проводят по данному факту проверку. Вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело, после чего станут известны обстоятельства случившегося. Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. И как недавно стало известно, врачи не смогли спасти раненого молодого человека. Он скончался в больнице. 13 секунд, которые могут обернуться для 33-летнего мужчины годами в местах лишения свободы, зафиксировала камера наблюдения в одном из магазинов Казани. Он зашел в павильон и решил взять то, что не продается, всю выручку торговой точки. Но желаемого в магазине он не получил. К тому же продавщица была не робкого десятка и дала ему сдачи. Налетчик скрылся ни с чем. Айгуль Батрудинова продолжит. Он зашел в магазин и сразу уверенно направился к кассовому аппарату, понимая, что неизвестный мужчина пришел не тратить деньги, а наоборот их забирать, причем насильно. Пожилая продавщица попыталась встать у него на пути, защищая выручку торговой точки, а именно 5000 рублей. 59-летняя сотрудница торгового учреждения заметила это и оказала сопротивление, нанеся грабителю несколько ударов руками. Мужчина, не ожидавший такой реакции, бросил имущество и скрылся в неизвестном направлении. Хотя налетчик спрятал лицо под капюшоном, полицейские установили его личность. Подозрения в попытке ограбления магазина пали на 33-летнего мужчину. Он был задержан спустя 2 дня с момента нападения. В тот же день его допросили. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации грабеж. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Айгуль Батрудинова, Айрат Назипов. Вызов 112. Нетрезвый водитель «Лады Приора» на улице Габишева не справился с управлением и на высокой скорости врезался в мачту городского освещения. Удар пришелся на правую сторону автомобиля. В результате 27-летний водитель и его 32-летний пассажир были госпитализированы с тяжелейшими травмами. У обоих открытые черепно-мозговые травмы, переломы височных костей черепа, ушибы головного мозга и ряд других серьезных травм. За их жизни сейчас борются медики. Крупную аварию устроил этой ночью водитель «Форда» на улице Тетцевская. По предварительным данным, мужчина выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью». Удар был такой силой, что у легковушки оторвало двигатель, но водитель не пострадал. Более того, он нашел в себе силы сбежать с места столкновения. Айрат Назипов увидел последствия. Все ехали оттуда, один оттуда. А вот здесь они встретились. Друзья водителя «Газели» рассказали, аварию устроил второй участник ДТП. По их версии, мужчина, управлявший легковушкой, выехал на полосу встречного движения и лоб-лоб столкнулся с грузовиком. Негодяй взял машину, нам повредил. «Газель», привозившую лекарства, после удара откинула в сугроб. По сравнению с «Фордом» ей еще повезло. У легковушки при ударе оторвало двигатель. Его нашли в 10 метрах от иномарки. Другие части автомобиля разбросало по всей дороге. С какой скоростью двигался водитель легковушки, в каком состоянии он управлял машиной, остается только догадываться. Сам он убежал с места аварии. Вот все, что осталось от его машины.
Но уйти от ответственности водителя Форда, скорее всего, не удастся. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Сняв отпечатки пальцев, следователи поймут, кто же на самом деле управлял автомобилем. Айрат Назипов, Константин Буршуев, вызов 112. 32-летний мужчина попал под колеса автомобиля «Черри» на проспекте Победы. Причина проста. Он стал переходить проезжую часть прямо под надземным пешеходным переходом рядом с улицей Глушко. Появление людей на дороге в этом месте водители ожидают меньше всего. С места происшествия репортаж Нафиса Минязовой. Ну, в принципе, если тут другая машина ехала, две машины ехали, он его проскочил и прямо здесь оказался. Я же по тормозам, естественно. Появление пешехода на дороге в этом месте водитель «Черри» не ожидал. Сверху надземный пешеходный переход. 32-летний мужчина попал под колеса прямо под ним. Он в умат был. Да? Сейчас сказали, в умат вообще. Пострадавший получил серьезные травмы и многочисленные переломы. Медиков ждали около 40 минут. В это время он лежал на дороге. Автоинспекторам оставалось только успокаивать пострадавшего. Трогать его было нельзя. До надземного пешеходного перехода буквально рукой подать. Однако очень часто люди пренебрегают правилами дорожного движения. И не всегда этот риск оправдывается. Ровно 2 месяца назад похожий случай был на улице 2-я Азинская. Там 60-летний мужчина также в нетрезвом состоянии решил перейти дорогу под надземным пешеходным переходом и попал под колеса автомобиля «Шкода Кодиак». Тогда мужчина скончался на месте, шансов выжить у него не было. А 6 ноября также при попытке перейти проезжую часть под пешеходным переходом на улице Зорге под колесами Hyundai Solaris погибла 73-летняя женщина. Нафиса Минязова, Константин Буршуев, вызов 112. Особое внимание в эти дни автоинспекторы будут уделять автобусам. До 5 декабря сотрудники ГИБДД будут усиленно проверять и их, самих водителей общественного транспорта, а также состояние подвижного состава. По данным ведомства, только с начала этого года по вине водителей автобусов в Татарстане произошло 106 аварий. 121 человек пострадал, 1 погиб. Напомним, этот трагический случай произошел во вторник, когда автобус 31-го маршрута сбил 23-летнюю девушку на пешеходном переходе. С начала года сотрудниками госавтоинспекции было пресечено более 27 тысяч нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, в том числе 13 за управление в нетрезвом состоянии, 7 лишенных права управления. Огонь всего за несколько минут уничтожил все, что было у целой семьи. Неделю назад в поселке Аракчино сгорел дом. В нем жили 3 человека. Они считают, что лишь чудом остались в живых. О жизни после пожара Юлия Гоголева. Тот зал, где мы жили. Вот, как видите, тут жить невозможно совсем. Да, все сгорело. Это одна из комнат сгоревшего дома, а вернее, все, что от него осталось. Огонь уничтожил все 11 ноября. Здесь жили 3 человека, хозяйка дома и ее сын с женой. В ту ночь, считают, чудом остались в живых. Мужчина случайно вышел на улицу и увидел огонь. Уверены, что пламя перекинулось с бани. Она хоть и стоит вплотную к их дому, но принадлежит соседям. Ее им подарила бывшая хозяйка. Когда загорелась баня, я видел огонь уже около их трубы. Начал, когда уже бегать, всех будить там, что-то за какими-то вещами хотел. За телефоном, за курткой забежал. И потом свет пропал. Свет отключился, он что успел вынести, очень мало. Огонь перешел дальше, мы еще выносили вещи, вот люди с завода пришли, выносили вещи. На помощь бросились соседи, но справиться с пламенем своими силами не смогли. К приезду огнеборцев дом горел уже полностью. Пожар ликвидировали, но огонь уничтожил все на площади 79 квадратных метров. Точная причина пожара не установлена до сих пор. Это, в числе прочего, не позволяет получить деньги. Дом был застрахован, хоть и не полностью. Купить одежду и снять жилье просто не на что. Живут у соседей, пока есть такая возможность. Тут соседи помогали, мне с работы привезли там 8 пакетов куртки, что-то. Ну, собрали кто что мог. Я еще хотела поблагодарить всех, кто сегодня прислал деньги. Кто 150, кто 200 рублей. Это, знаете, вот до слез просто. У человека нет денег, а он 200 рублей все равно шлет. Сгоревший дом восстановлению не подлежит, но семья не теряет надежды со временем построить новый. А пока рада любой помощи, чтобы прожить первое, самое трудное время. Юлия Гоголева, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.